Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Наша с вами Якутия – край вечной мерзлоты, бескрайней тайги и уникальной культуры. Регион, чья площадь сопоставима с целыми континентами. Но как эта гигантская территория стала неотъемлемой, стратегически важной частью России? В популярных статьях и обывательских спорах этот процесс часто упрощают, загоняя в рамки черно-белых стереотипов. Либо жестокое покорение огнем и мечом, либо исключительно безоблачное добровольное вхождение. Как же все было на самом деле в суровом, полном опасностей в XVII веке? Кто были те люди, которые встречали первые отряды русских казаков, и как местная знать встраивалась в новую государственную реальность, сохраняя при этом свое влияние? Чтобы распутать эти исторические узлы и отделить правду от мифов, мы сегодня в канун Дня России пригласили в студию людей, которые знают о истории Якутии больше, чем кто-либо. Это доктор исторических наук Адриан Борисов и кандидат исторических наук Айтал Яковлев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем все-таки с Дня России, да, поскольку вот 12 июня завтра мы отмечаем. И это новая государственность России, да, и в ее составе новая государственность Якутии, как вот она закрепилась, как она... Ну, это вопрос сложный, до сих пор это изучает не только историк, это и занимается предмет исследования политологов, и даже, скажу больше, политтехнологов, потому что вот за короткое время мы знаем о том, что в результате как разваливался Советский Союз, это был парад суверенитетов, и один из первых главных моментов даты, да, это в 90-м году, 12 июня, РСФСР принимает декларацию о суверенитете. Сейчас этот день у нас звучит как День России. Там было утверждено о том, что о суверенитете, независимости Российской Федерации как таковой. Плюс там был утвержден триколор, герб, гимн и дальнейший толчок для развития современной России. И там дальше стал вопрос о федеративном договоре, о суверенитетах субъектов Российской Федерации, РСФСР той эпохи, СССР, да, например. То есть это очень такой интересный период, сложный. Но Якутия, которая вошла в состав России уже почти 400 лет, мы скоро будем праздновать, да, в 1632 году мы пышно отмечаем 400-летие города Якутска, о чем есть указ президента России Владимира Владимировича Путина, и 400-летие отмечаем же и вхождение Якутии в состав России. И я же не ошибаюсь, что Якутия одна из первых, да, подписала федеративный договор, одна из первых субъектов. Вот Михаил Ефимович Николаев, по-моему, так говорил мне в интервью. Да, один из первых, вот когда шел парад суверенитетов, в кавычках, да, все субъекты Российской Федерации, идет развал огромной империи, огромного государства СССР, и там дошел вопрос, может дальше существовать понятие, субъект права, как РСФСР, и стал вопрос о том, как будем, в какой форме сохранять, и Михаил Ильич Николаев, Республика Саха-Якутия, одна из первых, даже, по-моему, первая, да? Первая. Я бы тут добавил, что я бы не стал употреблять термин «развал». На самом деле распад был. Распад. Что, как современные историки, крупные, например, профессор Миронов, так считает, да, петербургский ученый, этот процесс такой был исторически очень сложный процесс. И вот то, что Якутия, да, оказалась в числе первых субъектов нового, да, фактически нового государственного образования, это как раз под этим есть очень прочная историческая основа. Вот об этой исторической основе как раз вы являетесь специалистом по социальной истории якутов в периоды Средневековья. Вот какое было тогда политическое устройство, политическое, социальное устройство общества вот в то время, в начале, получается, да, в первой половине, так скажем, 17 века? Можно ли говорить о каких-то попытках консолидации или, наоборот, междоусобицы? Что повлияло на дальнейший диалог с Россией, как это повлияло? Вот вы упомянули дату, да, вот эту историческую, 1632 год, это точка отсчета, да, то есть когда образовалась, некая скажем так, структура, да, то есть был основан Якутский острог, появилась администрация в лице приказчиков, да, например, Петра Бекетова, так. И буквально менее 10 лет прошло, и уже русские казаки оказались на берегах Тихого океана, да? То есть это огромное такое расстояние, они прошли буквально за считанные годы. Это говорит о том, что главный крупный народ, крупная этническая группа, которая здесь находилась в то время, да, осваивала эту территорию, якуты, они
встретили русских служилых людей, и вот те договоренности, которые были достигнуты в 1632 году, и вот сам процесс, когда якутские князья, мы знаем, что Петр Бекетов буквально за короткий срок сумел взять присягу, ну, тогда ее называли шерч, присягу на имя русского царя, буквально вот... Был даже такой глагол «шортовать», по-моему, Ну да, более 30 князей все вот принесли присягу на верность русскому царю и обязались выплачивать ЕСАК, ну, то есть в казну российского государства. Это говорит о том, что это был такой осознанный процесс. И вот вы правильно упомянули, что само устройство, социальное, политическое устройство якутов, оно, вероятно, благоприятствовало этому, потому что якуты, они, как типичные представители кочевнических народов, якуты же были скотоводы, коневоды, в общем-то, их устройство, оно мало отличалось от других народов, ну, которых мы называем степняками, кочевниками. Да, политическое устройство. И этот как раз процесс, вот как раз именно на примере якутов демонстрирует этот процесс. Потому что, проще говоря, якуты жили вот в условиях улусной системы организации, а улус это такой, ну, распространенный термин. До сих пор, например, вот монгольское государство современное, да, Монголия так и называется, монгол-ус, ну, то есть монгольское государство. Вот, то есть это было распространенное такое общепринятое, значит, объединение народов, в основном тюрко-монгольских народов, и где очень важную роль играет иерархия власти. То есть в любой период истории все кочевники знают четко, что вот есть какая-то сила определенная, да, какая-то вот властная структура или какая-то авторитет, который обязательно должен, ну, или имеет право на власть. А вот эту структуру ее Чингисхан заложил? Ну, здесь можно спорить, конечно, Чингисхан ли заложил или нет, но и до Чингисхана они же существовали, так? Поэтому вот русские цари, когда пришли не только на территорию, но и в Сибирь, вообще в другие уголки, скажем так, Сибири, и вообще в целом, да, тех территорий, которые потом оказались в составе России, они встретились с этой улусной организацией, они уже были с ней знакомы, потому что мы знаем, что Россия с давних времен соседствовала с этими народами. Ну, не то, что соседствовала, да, наши предки были, да. Так называемая татаро-монгольская ига. И те, и другие были готовы к этой встрече. То есть нельзя сказать, что это был вот процесс, как, например, в Новом Свете произошел. В Новом Свете это как встреча была между инопланетянами. Вот помните фильм «Цивилизационные разрывы»? Мэла Гибсона фильм, знаете, нашумевший? «Апокалипта»? «Апокалипта», да, один из моих любимых фильмов. Это же вот как встреча двух разных, совершенно на разных языках говоря. И там высокая культура, и тут высокая, но языки совсем разные, и понимание. Якутская элита, она... И поэтому столкновения были очень такие, там, такие бескомпромиссные, очень жестокие столкновения. Вот. И сама вот эта, как сказать, идея, да, с которой шли католические вот эти вот священники, испанские, например, португальские, да, они же шли тоже с благим намерением, да, цивилизовать вот, миссионерская деятельность. Да, то есть когда они крестили их, да, они думали, что они делают благо, да, обращая их в это, да, вот. Здесь совсем по-другому это было. Я хотел добавить про то, что, поддерживая Андрея Афанасьевича, да, то, что вот якутская элита в те времена, в 17 веке, да, как и в 20 веке, они осознавали о том, что вот что происходит, какие вот движения идут политические, вот как понять системную настойчивость вот казаков, которые приходят, как вот воспринимать вот эту политическую ситуацию. И есть очень такие распространенные мнения о том, что вот как будто казаки, русское государство пришло, и якуты вот жили в каком-то вот благостном мире, каком-то вот, да, вот, блаженные, будем так говорить, да? В единении с природой. Да. Но по факту якутские князья, да. Райская такая картинка, да? Да. И как раз вот в 90-е годы, когда мы говорим про распад Советского Союза, мы должны быть благодарны, что в 90-е годы и 80-е годы у нас были политические элиты, которые осознавала, понимала и тактически, и стратегически, что происходит, и как надо, куда держать курс. Высокая степень ответственности, именно вот осознанности этих и тогда, и сейчас. Действий, да, конечно. Вот я не договорил, вот в этом устройстве улусном всегда были старшие и младшие, всегда. То есть в каком бы состоянии ни находилось общество, всегда все знали, вот есть старшие, есть младшие, да, и даже вот система родства у якутов традиционная, да, она вот, обратите внимание, она тоже пронизана вот этими. Вот, например, слово «балыс», да, в русском языке не найдете
аналог этому слову. Вот, когда мы говорим балыс, все понятно сразу. Эджи, балыс, например, да, ну и так далее. Там, ну вот, если брать уже мужскую. Социальная. Ну, то есть сестра старшая, младшая. Да, но Можно расширить еще. да, но у нас в якутском языке это очень такая развитая система. Ну и там и другие есть там ряды, так сказать, вот этой родственной иерархии. Это тоже лишний раз говорит об этом. Поэтому вот это был такой процесс достаточно сложный и такой, скажем так, я не скажу, что естественный, но он, как сказать, двусторонний был процесс. То есть и с Ну той, вот, и с другой кстати, стороны было движение. старшинство, именно вот физическое старшинство, да, много лет как человеку, если насколько оно вот играло роль в том, что его все слушают? Потому что многие, описывая, допустим, тех же там киргиз-кайсаков, да, как называли тогда казахов и киргизов, там упоминали о том, что все слушают именно вот самого старого, а не самого богатого. Тут старшинство не в плане вот возрастном, да? То есть это прежде всего право на власть, да? Вот скажем, вот с казахами это что произошло, да? Мы же знаем, как происходило присоединение или вхождение, да, казахских жузов, да? Дело в том, что казахи, они в это время находились в очень сложной ситуации политической. И прежде всего, у них очень были сложные отношения с джунгарами. Мы джунгары, мы знаем, это тоже имперского типа было политическое объединение. Вот, джунгары претендовали на верховную власть, потому что они были, мало того, что, так сказать, представляли западное вот это, ну, скажем так, остаток, да, вот этой монгольской империи, да, а кроме того, они же строили свою политическую власть, у них даже был этот титул хунтайджи. Это был очень высокий такой этот титул, который приравнивался к императору. То есть они себя считали выше всех вот, кто вот, по крайней мере, по соседству живет. Пытались собрать осколки, да? И поэтому это было как безапелляционно, абсолютно. Поэтому казахам нужно было что-то другое делать, чтобы как-то вот устоять перед такими вот претензиями, скажем так, да? Вот, поэтому им нужно было выбирать вот между такими мощными политиями, вот как джунгары, вот русское государство, еще там были мусульманские государства, да, правильно, и с той стороны китайцы, вот, поэтому был очень сложный процесс. Ну вот, кстати, вы упомянули завоевание Нового Света и католических вот этих вот священников, да, а у нас же православие сыграло вообще очень большую роль. Безусловно. Потому что все-таки они, вот эти переводы Библии на якутский язык, конечно, да, богослужение на якутском, и вообще роль православия и православного священничества в образовании. Конечно, конечно. Да? Это же по-другому. Совершенно другой сценарий был, потому что, во-первых, цели были разные. Да, русские батюшки-то, им было запрещено насильно крестить. Вот в наказах, которые давались якутским воеводам первым, да и не только первым, вообще всем воеводам, так и было директивно указано: насильно Царя, конкретно царя? никаких действий насильственных, только вот по желанию там, или там, по каким-то, вот, так сказать, прошениям. Вот чего не скажешь, вот, скажем, вот в Новом Свете. Там однозначно политика шла вот рука об руку вот с христианизацией. Надо отметить еще, извиняюсь, Да, конечно. надо отметить о том, что как раз, когда мы говорим про проникновение православия в Сибирь и Дальний Восток, и вообще в Арктику, это однозначно, вот, ты читаешь вот этих историй миссионеров, крестителей, там прямо вот, героические какие-то вот эти, человек, вот, не зная среды, не зная ландшафта, идет там нести слово, рассказывать о жизни Христа, например. К чему это привело? Причем изучая язык того народа, к которому он идет, и рассказывает народов, на это привело к тому, что, во-первых, у нас идет параллельно сохранение якутского языка, как бы мы ни пытались это... Сейчас идет, да, вот такая тенденция о том, что какая роль Русской Православной Церкви, но именно православие, именно духовенство, вот именно первые шаги по сохранению якутского языка в письменном виде. И не только якутского, да, и не только якутского языка. Всех языков, которые... Здесь в семинарии, например, у нас хранится книга Евангелия на якутском языке 1857 года. Одна из самых старых печатных книг на якутском языке. И пафосно скажу о том, что вот якутская традиционная культура сейчас, даже сейчас, в 21 веке, она в орбите православной цивилизации. Те же фамилии, те же выходные дни, политические традиции какие-то, социально-культурные, да? Это все вот как Пасха, Масленица. Конечно. В городе Николин Якутске. день, который наш Новый год вообще. Да. Вот они очень красиво, тонко друг другом переплелись. И сейчас есть такой термин, как народное христианство, например. Да, вот это такие моменты. Ну, то есть оно вошло органично в культуру якутов. И опять же, это то, что якутская культура, и якуты сами,
определяли понимание, что им говорят миссионеры, что есть вот один Бог, там, например, да, тоже как и власть, например. Понимание власти, сути власти как таковой структуры. Ну, и потом Слушайте, вот- ну это как Гумилев говорил о Ну да. комплементарных народах, да, что Потом надо сразу сказать, что сразу же в 17 веке начались межнациональные браки. Даже вот не было такого официального, так сказать, разрешения. Вот, потому что, конечно, русские православные казаки, крестьяне должны были жениться только на крещенных, да? Но тем не менее, процесс пошел и без этого, да? Хотя официально народы Якутии только в начале 19 века, ну, все перешли в православие, но и до 19 века большое количество населения, они уже вступили де-факто вот в брачные отношения. И, конечно, они все вот, как сказать, обменивались, ну, выступили такими культур-лидерами. Вот, то есть якутские жены учили своих мужей, русских, да, вот якутским обычаям, да, и способом адаптации, так сказать, да. А вот русские вот казаки, вернее, крестьяне, вот они, соответственно, привносили вот православную культуру и через православную мировую культуру привносили, да, получается. Поэтому это такой очень, ну, Симбиоз. цивилизационный такой процесс шел. да, и, Активный. кстати, говоря о России, есть такое мнение, что вот, ну, вот Российская империя, она единственная из своих империй в каком-то объеме сохранила колонии, да, потому что это не было колонизацией в том смысле слова, Да. как колонизация шла, ну вот Индия, например, да, там время белого человека, Киплинг и так далее. То есть когда Колонизация носит, да. совершенно они стояли на другой ступени, а русские, они приходили к местным элитам, они на них там женились на их дочерях, они договаривались. Ну Ну, это, собственно, да, такой многослойный, многослойный многогранный, процесс. ну, такой. Тут я скажу два момента. Во-первых, насчет термина колонизации. Тут надо подходить, как писал Головнев, феномен колонизации. Да? Вот колонизацию он отмечает как, ну, с точки зрения биологии, два вида: сукцессия и симбиоз. То есть сукцессия — это вытеснение полностью, выжигание одного вида другим видом, а симбиоз — это когда два вида, ну, как-то вот осваивают одно пространство вместе. Это раз. Это второе. Это раз. А второй момент, надо упомянуть обязательно Мазары Базекова. Вот как именно человека, который начал, вот, ну, с его имени, например, да, мы говорим о том, что вот якутские элиты, они адаптируются к той политической ситуации. То есть буквально начинает писать письма, и Мазары Базеков один из тех первых князей, которые вот съездили к русскому царю, договариваться насчет, вот, как там, ну, не скажу там федеративных, да, отношений, а разделения властей, например. Ну, об этом Андрей Афанасьевич, наверное, лучше расскажет. Вот по поводу вот колонизации, да, то есть я же сказал, вот колонизацию рознь. То есть сам процесс, то, что мы называем колонизацией вот в Якутии и вообще в Сибири в целом, и вот то, что происходило в других частях мира, они совершенно разные, так сказать, характер имели. Потому что, ну, скажем, в Новом Свете там прежде всего тех, кто шел с целью колонизовать, их интересовала прежде всего земля. Как только они прибывали туда, сразу начинался процесс захвата земель. То есть все ресурсы, все земли, тут же на них устанавливалась частная собственность, тут же, значит, происходило вот такое очень активное, да, очень агрессивное такое, вот, так сказать, отторжение этих земель. Вот. Ну, не будем вспоминать, сколько договоров они заключили с индейцами, и все время их нарушали, да, и в конце концов индейцы оказались в резервациях, да. В Якутии, в Сибири это совсем был другой процесс, да, то есть сами люди, которые приходили сюда, они становились частью вот этого ландшафта, вот этого региона. То есть это такой вот симбиоз был. Вот. А вот если говорить о вот, тему, которую затронул мой коллега, конечно, вот это право непосредственно общения с верховной властью, оно было сразу продекларировано с самого начала, когда образовалось русское государство, что все вот представители всех народов, которые оказались в составе русского государства, имеют право на прямой диалог. То есть прямо таки прописывалось в указах русских царей, что любые татары, башкиры, вот якуты, да, буряты, они все имеют право послать своих посланцев, да, если возникли какие-то проблемы. И это вот демонстрирует не только на нашем примере, на примере других народов. Вот сколько калмыцких было делегаций, да, башкирских, вот, бурятских, сколько было делегаций. И вот, ну, конечно, среднеазиатских народов. Это был постоянный вот такой диалог. То есть тут же вот высшая власть имела возможность получить информацию непосредственно вот причем именно представители этих народов, да, какие вот проблемы. Можем говорить про делегирование тогда или нет? Вот, это, наверное, Тут надо думать, наверное, современный да? термин, если использовать, то да. Ну да. Вот, скажем, если, например,
в Поволжье, вот при Урале вот начался процесс, похожий на то, что происходило, например, в Новом Свете, да, когда действительно для нужд промышленности, которая возникала на Урале, действительно там начали отнимать земли у башкир. Что-то похожее стало происходить. Это сразу стало известно на высшем уровне. И пресечено. Вот. Ну, пытались пресечь, но потребности это промышленность, они же для обороны страны, конечно, нужна промышленность, безусловно. Это тоже можно понимать. Там, ну, Россия все время воевала, беспрерывные войны, нужно было обороняться, нужно было, так сказать, обеспечивать армию, нужно было, так сказать, ресурсы. Конечно, этот процесс, он шел, его же не остановишь. Вот. Но с другой стороны, конечно, и местное население уже не могло с этим мириться. Конечно, были и напряженные моменты, и войны были, то есть восстания были, это, конечно, было, но диалог-то постоянно шел, информация шла, пытались решить эту проблему. Коммуникативный климат, вы говорили сегодня. Вот, допустим, тот же самый Салават Юлаев, да, это вот герой сопротивления, Башкирский, да, самый яркий герой, он всегда говорил, что он не против русских воюет, он не против России, он воюет против несправедливости, да, против социальной несправедливости. Всегда он так говорил, во всех своих вот обращениях и прочее. И вот не случайно вот в тех вот войсках, которые происходило столкновение, и с той и с другой стороны были в равной степени. Там были представители русского и башкирского, и с этой стороны были, да, то есть это была, по сути, такая гражданская война, по сути, была. То есть вопрос решался социальный, это была социальная плоскость вот этого конфликта. Ну, в Якутии, слава богу, вот таких вот острых конфликтов не было, но вот Мазарита поехал он тоже из-за того, что конфликт возник. Почему? Потому что, да, там проблемы с Ясуком начались, да, из-за того, что пушной зверь закончился, да, ну, фактически в Центральной Якутии перебили, да. И, конечно, и злоупотребления были, что греха таить, конечно. До царя далеко, до Бога высоко. Конечно, и тоже конфликтные ситуации, тоже были столкновения, может, не такие масштабные, но все равно вот якутская знать, она воспользовалась этим правом, поехали и решили эту проблему. А сейчас можно по телефону зайти в kremli.ru, ну, да, и сразу решить свои личные проблемы. То есть это была готовность такая вот, такого к общению, ну, стремление решить эту проблему, несмотря на конфликты, несмотря на какие-то там, если даже ошибки были, да, стремление это исправить. Рано или поздно все равно исправить это. Ну вот, кстати, да, о том, что сейчас можно вот сообщить о проблеме любой категории. Ну, конечно. Это писал даже Иван Иванович Крафт, по-моему, да? Вот в 2013 году, когда появляется первый телеграф и вообще электричество в Якутске, он так и говорит, вот, надо прогресс поддерживать, телеграф обязательно нужен, потому что по телеграфу можно, ну, любой человек теоретически мог обратиться в Петербург и доложить какие-то свои проблемы. И мы не сказали о том, что у нас никогда не было расизма. Вот никогда. А, вот еще надо подчеркнуть. Вот все-таки вот это расизм, это коренная проблема, из-за которой, вот, в общем-то, до сих пор многие проблемы не решены во многих частях света. Да? В России никогда этого не было. То есть никогда вот русские, вот, ну мы русские условно говорим, потому что с русскими казаками и казаками и крестьянами пришли и представители других народов. Те же татары пришли, да, те же вот народы западных, и даже приходили вообще народы, которые не должны были оказаться в Якутии. Евреи. Поляки приходили в большом количестве, да, и прочее. Это же был такой конгломерат, как бы, да. И поэтому никакого такого вот похожего даже на какую-то расовую вот эту вот. Надо еще добавить, что дойдя вот этот конгломерат доходит до города Якутска, вбивает в себя якутские компоненты, якутов, и дальше идет Охотск, и способность вот воспринять вот именно культурные, так сказать, особенности местных народов, да. Да, в якутском казачьем полке ведь служили как русские, так и якуты. Да, конечно. И вот как, кстати, вот, тогда восприняла местная знать идею служения русской короне в военном статусе? Какую роль вообще это сыграло вот в интеграции якутских элит? Ну вот, как я уже говорил, вот составную культуру. Межнациональные браки возникли прежде всего между казаками и вот представителями местного населения. И, конечно, дети от этих браков, конечно, пополняли вот ряды якутского казачьего полка, и поэтому там проблем никаких не было. Человек в равной степени находился в двух культурах, ну вот культура коренного народа и вот русского, да, но тем не менее он принимал присягу, ему давали оружие, да. То есть нельзя это воспринимать, вот 17 век, как будто вот какие-то, это вот как Чайна-тауны, да, вот здесь живут локально русские, здесь живут локально татары, локально, такого не было. У нас все было перемешано. Они выполняли роль вот тех же казаков, которые пришли из уже европейской России, наравне с ними. Караульную службу выполняли, собирали ИСАК, и даже вот
участвовали вот в освоении не только Северо-Востока Азии, ну и дальше вот. Аляски. Дальше пошли, да. Гавайи, Калифорнии. Вот Как это- писал Головнев, казаки, не заметив Тихий океан, добежали, дошли до Калифорнии. Не заметив Тихий океан, они добежали до Калифорнии. Ну да, есть такое, так сказать. Но вот Ага. есть мнение, что именно присоединение Якутии, оно тут сыграло ключевую роль, потому что Параллельное вхождение, наверное. Да, однозначно. Потому что Вхождение, 5 да. миллионов квадратных километров. Ну да, Что такое 5 миллионов квадратных Ну да. километров? Это 50% территории Ну да. Российской Федерации. ну да. И основная точка, опорная точка освоения вот этих 5 миллионов квадратных километров это город Якутск. Мгм. Город Якутск это самый старый город, один из самых старых городов Сибири и самый старый город На Дальнем на Дальнем Востоке. Мгм. Владивосток там 100 с чем-то лет, Хабаровск 100 с чем-то лет. Да, Даже совсем Иркутск, недавно. и тут положено. Иркутск. Даже больше. У нас колонизация шла, Туруханск, Мангазея и вот двумя путями, да, вот южный, там, северный. И вот русское государство, она когда пришла сюда, оно не то что с удивлением, оно с благодарностью поняло, что она получила такой плацдарм замечательный, да, вот скажем, якутская лошадь, да. Я все время говорю, надо якутской лошади поставить памятник где-нибудь, да. Кстати, у нас нет памятника якутской лошади. Потому что благодаря якутской лошади были освоены не только вот побережье Тихого океана, но и еще дальше они пошли, да. То есть якутская лошадь, она, так сказать, сыграла выдающуюся роль. Это уж не говоря о том, что якутские кузнецы, то есть вот мы же все время приводим в пример, что русские кузнецы сказали четко, что не надо ниоткуда возить железо. Здесь вот, в принципе, можно, по крайней мере, на 17 век якутские кузнецы вполне могли обслужить, так сказать, потребности, да, все. Не только вот мирного времени, но и, скажем так, и для боевых действий, которые были, да. Бартлишлев писал, да, о том, что вот якутские, Ну да. железо, доспехи, куях, например, да, они вполне такие. Да, это не говоря о том, что, как я уже говорил, местное население, якуты, эвенки, да, они участвовали в качестве проводников, да, и сами участвовали вот в этих экспедициях, да, вот в этих коммуникациях. Ну, про ямщиков я молчу, ямщики это Да, отдельный да. разговор. Но у нас же есть термин первопроходцы, да, который вот в учебниках землепроходцы, зафиксирован, ну да, первопроходцы. И складывается такое впечатление, что это вот люди, которые пришли туда, где не ступала нога человека, да, и какие-то дикие земли впервые пришли. Не первопроходцы, землепроходцы. Землепроходцы, да, это вот как раз тот термин, который вот, в общем-то, ну, его даже сейчас, если употребить, в принципе, понятно, о чем идет речь, да? А вот когда первопроходец, говорится, это уже другое. да. Это уже другое. Да. Я думаю, вы имеете в виду землепроходец, да? В учебниках-то написано первопроходцы же. Ну, тут Ну, если говорить в историческом плане, исторически это землепроходцы. Вот, потому Но что- это меняет совершенно смысл, Конечно, да. меняет, ясное дело. Вот, потому что речь идет прежде всего именно о мужестве этих людей, да, о, так сказать, как это называется, крепости этих людей, да, о, так сказать, как это называется, мощи этих людей, да, которые могли пройти эти земли и освоить их, как говорится, да, находясь вот на государевой службе. Вот я этот думаю, термин, иногда этот термин очень такой емкий, очень такой. надо говорить, когда говорить про землепроходцев, это относится и к Саха, потому что что объединяет якутов и казаков? Это полное отсутствие страха перед дальними расстояниями и огромными территориями. Ну да. Просто, да, вот это представляете себе. Ну, и те, и другие хорошо нашли друг друга, и вот бок о бок пошли. так Самый называется. яркий пример это Охотск. Охотск основали, четко пишут, и сейчас могу ошибаться, наверное, да, 15 казаков и 20 якутов. То есть, понятное дело, что Охотск туда поехали строить в 17 веке не театр оперы и балета, а там Острог, там, обесчестить коряков. Ну, якутские плотники, да? Якутские плотники однозначно. Потом в 19 веке и этот спрос возник на якутских плотников, когда русско-американская компания начала вербовать плотников, вообще рабочих для вот освоения Русской Америки, и говорят, вот сотни, это вот отдельная, так сказать, тема для разговора, сотни якутов вот, захарактовались и поехали вот в качестве плотников работать вот на русскую Аляску.
Русскую Америку имеется в виду, да, и вот они там себя проявили. Слушайте, а я вот от собаководов слышала, что якутская лайка, которую недавно признали породой, она на самом деле, вот эти модные американские хаски, это потомки нашей лайки. Это, насколько это байка или... Тут я ничего не скажу, я не собаковод, Да конечно. я тоже, я тут затрудняюсь что-либо сказать. Вот. Да- Нет, ну то есть, данных что у меня шли нет. отсюда на наших собаках. Кто? Освоение шло. Ну, Две собаках, такие экспедиции первые на может Аляску и быть, так да. далее. Ну, как да. мнение, почему нет, имеет право. Вот. И существовать. вот эти вот наши аборигенные собаки, перейдя Берингов пролив вместе с казаками, Ну нет, казаки на информации собаках... нет. ну, вместе с, в общем, с освоением, Информации нет, но допустить-то можно. вместе с потому что, освоением Как мнение, Аляски. почему нет? конечно, раз вот сами якуты, Собаководы если занимаются. сами якуты туда в большом количестве, значит, попадали, конечно, и вполне это могло произойти, конечно. Надо отметить то, что когда говорят про землепроходцев, это еще и торговые связи. Тот же Анадырь, те же Чукотские остроги. Там кто торговал? Там торговали, вот в списке посмотришь, это русские, вены, венки, чукчи, якуты. И на каком языке разговаривали? На русском, чукотском, якутском, да, вот это такой якутский язык. Там можно было в 19 веке, мы говорим про 19 век, если да, можно было взять одного проводника из Иркутска и доехать до Аляски спокойно, проблем никаких нет. Ну да. А насколько Огромные быстро территории. вообще вот регион стал не просто донором пушнины, а территорией, которая обеспечивала уже продовольствие на другие остроги, на пути к Ну да, Тихому вот океану. и так вспомним далее. труды наших вот предшественников, профессора Башарина, который долгие годы занимался вот историей земледелия. Якутия со временем стала и вот, ну если не житницей, то по крайней мере тоже базой для развития вот злаковых культур. И действительно мы знаем, что вплоть до начала 20 века из Якутии даже вот в Амурскую область, я знаю, вот есть информация, вывозили зерно. А сейчас Вот. Амурская область кормит республику, Вот. получается. То есть это был факт исторический. Конечно, у нас опасное земледелие, у нас Рискованное земледелие, это вернее, как называется. рискованное, да, но тем не менее, это же, как Георгий Прокофьевич неоднократно и писал, и говорил, это подвиг был Да. русских и якутских хлеборобов, которые вывели вот такие морозостойкие сорта, да, и вот несмотря на, ну даже какая бы сильная морозостойкая культура не была, она все равно же погибает, когда сильные морозы, но все равно, несмотря, ну заморозки имеются, все равно они вот сколько терпения имели, да, сколько такого упорства, да. Сейчас говорят, чтобы- вот говорят, да, якутская Да. порода зерна, как правильно говорить? Вот сейчас они хранятся в Намском районе, в Намском улусе есть Никольский, село Никольское, там есть музей земледелия. Там вот как Ну раз да. хранятся вот эти сорта, Сорта? да, сорта, Сорта. и выведенные именно конкретно в Якутии. На что сказательно насчет земли, то все говорят, республика Якутия, Саха-Якутия, она большая. Надо понимать о том, что у нас территорий много, но земли мало. Ага. Вот самое главное ключевое определение, что такое республика Саха-Якутия, это огромные территории, но мало земли. Можно сказать, на таком клочке маленьком, да, земли сумели вот вывести еще. У нас остается буквально очень мало времени до конца эфира. Какой главный вывод о значении вхождения Якутии в состав России вы бы хотели, чтобы вот, вынесли современные молодые люди, так скажем? Ну, как человек, работающий с молодежью, да, вот, преподаватель. Наша задача очень простая, чтобы вот сегодня очень красивое вот понятие, да, вот, перевариваю до сих пор. Тот коммуникативный климат, который сформировался в 17 веке и существует сейчас, он должен быть передан еще на 200, на 400 лет вперед. Это однозначно. То есть тот диалог, то взаимодействие, симбиоз, он должен сохраняться. И как бы когда говорят во благо России, это автоматом подразумевается во благо Якутии. А когда говорят во благо Якутии, это, понятное дело, во благо России, как таковой. Ну, я, честно говоря, не ожидал. У меня сегодня просто это вырвалось. Сегодня была конференция, посвященная вкладу доказательства. Вот коммуникационному климату, мне просто вырвалось сегодня. Да-да-да. Я просто подхватил там Я сразу. не думал, что она, так сказать, еще будет вот, употребляться и вот в этой передаче. Я просто хочу сказать, что преемственность, глубокая преемственность историческая, да, между вот теми событиями, которые произошли вот, на рубеже 80-х, 90-х годов, да, и вот о чем мы говорим в 17 веке. Вот это, мне кажется, главная мысль. Она вот прямо красной нитью проходит. Ну, что такое 400 лет? 400 лет — это уже
ну, уже мы говорим половина тысячелетия, да, вот, будем так говорить. Скоро, через 100 лет. Ну что ж, спасибо вам большое за сегодняшнюю Вам беседу. Думаю, зрителям было интересно так же, как и мне. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Читайте книги, ищите истину. С наступающим Днем России! Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.